А вот известно, что часто возникают проблемы еще у футболистов с режимом, то есть и в том числе из-за этого они получают ну, какие-то глупейшие травмы. То есть ну, в европейском футболе даже известны случаи, что просто-напросто вот человек набрал лишний вес после того, как пришел там с командировки или просто с летнего отпуска, и просто ввиду своего огромного веса он надорвал мышцу на тренировке и не приспособился к нагрузкам. Как часто вот у футболистов возникают проблемы с рационом? Ну, это тоже есть такая проблема в нашем футболе, знаете, очень многие футболисты вот с этим дисциплиной, немножко вот именно дисциплиной, вот это по питанию, по этому наш азиатский менталитет немножко с профессиональным питанием немножко не стыкуется, поэтому это есть проблема. Но эти травмы, которые есть, надрывы, это, я думаю, это тоже один из, как сказать, один из таких моментов, которые, наверное, есть по режиму, по питанию, по тренировочному процессу. Ну, это, еще раз говорю, профессиональные качества футболиста. Футболист должен это чувствовать, футболист должен вовремя сказать доктору, там, тренера должны заметить это и совместно, еще раз говорю, с медицинским штабом решать эти проблемы. Но это, еще раз говорю, профессиональные качества футболиста должно быть. Спортсмен должен уметь себя контролировать во всем. ба Русия сафар доред. дар бозии мо бимонед аз ҳар ҷои Русия. бонусҳо, озмунҳо, иқдомҳо. барномаи мобилии формула 55-ро сабт бикунед ва бозиро давом диҳед. Ну вот смотрите, пожалуйста, да, то есть вот контролировать, но тем не менее все-таки вот главную дисциплину вот за нее, то есть за то вот, что установлено, что разрешается, что запрещается, это устанавливает тренер. Ну вот возьмем в пример Антонио Конте, который пришел сейчас в Тоттенхэм и запретил, ну, практически вот все, то есть любые сладости, кетчуп, майонез. Например, вот вы вот вашим футболистам, насколько вы им разрешаете вот местную, там, скажем, популярную пищу, там, насколько они могут там есть там шашлык, курто, пиццу, пить кока-колу, употреблять кетчуп, майонез. Это, то есть вот у них есть определенный лимит, сколько раз они в месяц или в неделю это могут употреблять, либо же запрет полный. Знаете, чтобы там говорить, как там, например, у Конте, там где-то там в Тоттенхэме, там или у другого тренера, там в Ювентусе или где-то, для этого нужно быть там, уметь видеть это все, как это. Мы же не знаем, где они питаются. Я не знаю, как Конте контролирует их, он дома их контролирует или где. Если на базе там или на сборах, когда мы тоже контролируем там питание определенное, даем там, запрещаем. Ну, футболисты, они найдут себе место, где пойти там все и поесть, и по колу попить, там другое это все. Мы не можем контролировать, знаете, у нас нет футбольной базы. Это еще раз, это большая проблема. У нас нет базы, где мы можем их постоянно контролировать. Они дома, они пришли, оттренировались 1,5 часа, они едут домой, там ребята у нас живут на квартирах там, или в гостинице. Там это сложный момент такой, где контролировать это. Естественно, на сборах, там, когда на игры, там мы контролируем, там пытаемся в меру возможности то, что у нас есть. А там слышишь, да, он-то там запретил это, все. Но это он запретил, наверное, на сборах, на базе, там где-то это все запретил. А дальше как контролировать? Если у него есть такая возможность, конечно, естественно, он это делает. Пока у нас такой возможности нету, по мере, еще раз говорю, тех возможностей, которые у нас есть. Ну вот знаете, вот, например, вот говоря про способ контроля, понимаю, конечно, что возможности несоразмеримы, но все же, может быть, кто-то этим там, может, вдохновился, или вы, например. Томас Тухель в ПСЖ применял такую практику. Он взял контакты и сдружился с владельцами ночных клубов и всяких там злачных заведений, и они сливали ему информацию о том, что ваш футболист вместо того, чтобы тренироваться, у нас тут тусит до 3 часов ночи, хотя завтра у него игра. Вот скажите, пожалуйста, подобная практика хотя бы наподобие нее в Фуджанте не применяется? То есть вот у вас, например, нет знакомого, у которого вы бы сказали: послушай, если здесь кого-то заметишь из моих футболистов, дай мне, пожалуйста, знать, что он тут у тебя ошивается в 2-3 часа ночи. Не знаю, какие там, еще раз говорю, в ПСЖ масштабы этой работы, но
у нас тоже есть ночные заведения, которые мы не требуем у кого-то там следить за футболистами или там выходить на контакты на этих заведениях, чтобы нам сливали это все. Поверьте, нам и здесь сливают людей, кто ходит, это мы тоже кого достаем там какую-то информацию, мы тоже штрафуем, чтобы они более относились профессионально к этому. Но ходить там в заведение, давать, чтобы нам, еще раз говорю, там следить за кем-то, мы этого не делаем, потому что у нас все-таки этого меньше, у нас менталитет немножко другой, у нас с этим нет проблем. Если раньше были, да, большие проблемы, еще 90-е годы, когда футболисты любили потусить там другое, то сейчас у нас уже это стало практически очень мало. Да, извиняюсь, были небольшие проблемы со связью. А вот вы упомянули про штрафы. За что в основном игроки получают штраф? Ну, знаете, у нас в нашем футболе не такие уже большие деньги, чтобы там какие-то штрафы, там это все, естественно. Поэтому мы там символические штрафы, что футболисты, еще раз говорю, не расслаблялись, более относились профессионально к своей работе, еще раз говорю, мы 1,5 часа в сутки, там, ну или иногда, если 2 тренировки, максимум 2,5-3 часа тренируемся, остальное время они свободны, поэтому вот в этих моментах там где-то опоздал на тренировку, не пришел без уважительной причины, там не сообщил никому там, за различные желтые карточки, которые, например, это не игровые характер, красные карточки, там другие там такие мелкие моменты, которые, еще раз говорю, что происходит там не положенное в клубе там по контракту, это все такие мелкие, еще раз говорю, на такие моменты, которые, чтобы воспитывать футболиста, воспитывать спортсмена так, чтобы он вел себя более профессионально. Мгм. Ну, вообще вот так вот напоследок мы уже более-менее приближаемся к окончанию нашего интервью. Вот и допустим, что футболист, он по неуважительной причине пропустил тренировку, то есть он не поставил в курс об этом тренера, хотя там важная тренировка перед важной игрой, то есть, скажем, вот там был бы Кубок АФК, перед такой важной игрой он по неуважительной причине пропускает тренировку. Во-первых, случались ли такие инциденты в вашей команде? И если случались, то какие санкции вы применяли? Нет, значит, знаете, перед важными матчами такого не было. Там, это ребята понимают, они профессионалы, такого нет. Это есть, знаете, такой момент, когда небольшой перерывчик, там, после игры есть такие футболисты, они начинают там придумывать там какие там причины, или там, еще раз говорю, и даже есть причина, никому не сообщив, там это все, он может быть наказан, там это. И еще раз говорю, там это мы тоже понимаем, там можем оценить ситуацию, когда футболист обманывает там или футболист там немножко хитрит, там чего-то это делает. Поэтому так перед важным матчем, перед официальным даже там чемпионат, такого практически нету, что футболист не пришел, он понимает, что игра, он понимает, что он должен попасть в состав, он должен... у него есть конкуренция, играть с этим таких проблем нет. Есть в других моментах, но еще раз говорю, это рабочий момент.